Саламатсыңарбы достор, бүгін 66-й сабақ. Эмне кылат деген суроого жооп беребиз. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 66-й урок. Мы будем отвечать на вопрос, что будет делать он или она. Потому что мы знаем, что ал в кыргызском языке не имеет родов, потому что это может быть и он, и она. Мы все говорим ал. Жаңы сөздөрдү жаттагыла. Выучите новые слова. Также мы помним, да, что первая строчка выступает в роли существительного, вторая строчка в роли глагола второго лица повелительной формы, и третья строчка – это перевод, третий столбик – это перевод, и мы будем учить все три столбика. Жазу – жаз, писать, келю – кель, приходить, жоголу – жогол, теряться, сүйлөшүү – сүйлөш, разговаривать, кароо – кара, смотреть, оңдоо – оңдо, читать, гүлдөө – гүлдөө, цвести, жардам берүү – жардам бер, помогать, катуу – кат, прятать. Эмне кылат, что будет делать в будущем или настоящем, завтра, послезавтра, потом, сейчас. Например, он пойдет гулять, она будет смотреть. Итак, переходим к правилам. Если последняя буква в слове гласная, то добавляем и краткую, и т. Например, Айша эртең бөбөгүн карайт. Кара – последняя гласная, и вне зависимости, какая бы гласная буква это ни была, мы все равно добавляем и краткую плюс т. Айша эртең бөбөгүн карайт. Айша завтра будет смотреть за братиком. Миша азыр ойынчугун оңдойт. Миша азыр ойынчугун оңдойт. Тоже смотрим последняя гласная и добавляем окончание и краткую т. Миша азыр ойынчугун оңдойт. Миша сейчас будет чинить свою игрушку. Чоң апам илгеркини эстейт. Илгеркини – то, что было в прошлом. Чоң апа – бабушка. Бабушка будет вспоминать то, что было в прошлом. То есть смотрим последняя гласная, значит просто добавляем и т. Чоң апам илгеркини эстейт. Бабушка будет вспоминать прошлое. Жазында гүлдөр гүлдөйт. Весной цветы цветут. Последняя гласная, значит просто окончание добавляем и краткую т. Если же последняя буква в слове согласная, а предпоследняя гласная а, я, у, ю, то добавляем окончание от. Если о, от, ие, ет, ü, öt. Например, Айша эртең чоң апасына кат жазат. Смотрим на последнюю букву з, предпоследнее а, значит ставим окончание от. Айша эртең чоң апасына кат жазат. Айша завтра бабушке напишет письмо. Ал бүгүн үйгө келет. Смотрим последнее согласное, предпоследнее е, значит окончание будет ет. Ал бүгүн үйгө келет. Он сегодня придет домой. Менин ачкычым жоголот. Ачкыч – это ключ. Жогол – последнее согласное, предпоследнее о, значит добавляем окончание от. Менин ачкычым жоголот. Мои ключи потеряются. Айша Миша менен сүйлөшөт. Сүйлөш – ш, последнее согласное, предпоследнее значит добавляем окончание өт. Айша Миша менен сүйлөшөт. Айша будет разговаривать с Мишей. Второе задание – тексты окугула. Менин досум бар. Анын аты Айша. Ал экинчи класста окуйт. Ал сүрөт тартат. Обратите, пожалуйста, внимание на окончания, которые выделены красным цветом. Ал сүрөт тартат, бөбөгүнө жомок айтып берет. Апасына жардам берет, идиш жууйт. Айша абдан жакшы кыз. Ал эртең чоң апасына кат жазат. Менин досум бар, у меня есть друг, анын аты Айша, ее зовут Айша.
Ал экинчи класста окуйт. Она учится во 2 классе. Ал сүрөт тартат. Она рисует. Бөбөгүнө жомок айтып берет. Рассказывает сказки братику. Апасына жардам берет. Помогает маме. Идиш жуйт, моет посуду. Айша абдан жакшы кыз. Айша очень хорошая девочка. Ал эртең чоң апасына кат жазат. Завтра она напишет письмо бабушке.